Село. Душа моя покой, село в Украине дорогой, и полный сказок и чудес кругом села зеленый лес. Цветут сады, белеют хаты, и на горе стоят палаты, и перед крашенным окном в шелковых листьях тополя, а там все лес, там все поля, и степь, и горы за Днепром, и в небе темно-голубом сам Бог летает над селом. Николай Алексеевич Некрасов, Насмерть Шевченко. Не предавайтесь особой унылости. Случай предвиденный, чуть нежелательный. Так погибает по Божьей милости русской земли человек замечательный. С давнего времени молодость умная, полная страсти, надежд, увлечения. Смелые речи, борьба безрассудная, вслед за тем долгие дни заточения. Все он изведал, тюрьму петербургскую. Все он изведал, тюрьму петербургскую, справки, допросы, жандармов любезности. Все. И раздольную степь Оренбургскую, и ее крепость. В нужде в неизвестности. Там, оскорбляемый каждым невеждою, жил он солдатом, с солдатами жалкими. Мог он погибнуть, конечно, под палками. Мог умереть он, конечно, под палками. Может, и жил-то он этой надеждой. Но сократить не желая страдания, поберегло его в годы изгнания русских людей провидение игривое. Кончилось время его несчастливое. Все, чего с юности ранее не видывал, милое сердцу ему улыбалось. Тут ему Бог позавидовал, жизнь оборвалась. Последним стихотворением завершили вот мысль, которую я хотела бы сказать, что да, удивительно, но день его рождения 9 марта, а вот день его смерти 10 марта. Да, ему было всего 47 лет. К этому возрасту он уже очень тяжело болел, и 9-го его навещали друзья, к нему пришли ему поздравительные телеграммы. Он уже не вставал в этот день, но на следующий день ему почему-то стало полегче, и он направился в свою мастерскую рисовать, конечно же. Спускаясь по лесенкам, ноги его пошатнулись, и он упал, и 10 марта Тараса Григорьевича не стало. По его завещанию его повезли друзья на Украину. От Москвы до Киева везли на лошадях. Гроб пронесли понад Днепром, на путал поставили на пароход, отвезли в Канев. И тут над Днепром, над высокой круче, схоронили поэта так, как он завещал. Земная жизнь его продолжалась всего 47 лет, но началась его посмертная биография. Та самая, которая для любого поэта значит намного больше, чем прожитые годы. Я думаю, многим еще не очень хочется поставить точку на этом самом месте. Наталья Васильевна, да? Хочется еще почитать стихи. Всех желающих приглашаю к микрофону. Читайте, пожалуйста, Тараса Григорьевича Шевченко. За земних і за обрійних трас височіє над світом Шевченко Тарас, молодий і красивий, українське лице, віє цвітом калини, Дніпра вітрицем, у кріпацтві зродився, знав голод, нужду, втратив мати таку молоду і лишив сиротою, голі сестри, брати, де подіти себе, тільки в наймі йде. У недолі зродився великий поет, разом з хистом зростав у душі і протест. Поза ним Україна, вільний клекіт Дніпра, вся славянська родина, дід і прадід, і прав. Не зломили поета ні пан і ні цар,
залунав по планеті вольнолюбий кобзар. Він єднає українців велику сім'ю в хаті, в избе, в оселі, у чужому краю. Это Стих говорит, что весь мир знает Шевченко. И хочу сказать еще, рядом с Библией на Украине, в каждой украинской хате всегда лежит на столе кобзар. Коли окраєк житняка мені було давала мати, я мусив спершу показати, це не брудна моя рука. А коло хліба, на столі, на домотканій скатертині лежала книга, мов святиня, людські надії і жалі. То був кобзар, його ніхто не міг